театре даже праздники проходят на сцене. Международный день театра – праздник не только для мастеров сцены, но и почитателей мельпомены. Разница лишь в том, что для одних это встреча с актерами, а для других – смысл жизни. Труппа Русского академического театра имени Вахтангова отметила профессиональный праздник с размахом. На сцену вышел весь актерский состав во главе с художественным руководителем. Это наша жизнь. Это наши будни, это наши праздники, я имею в виду работа, текущая работа, результат, к которому мы идем. Потом, когда он получается, то мы все на седьмом небе. Когда не получается, мы себя убиваем. Ну как, это наш день, день, когда мы получаем трогательные поздравления от наших друзей, когда ты понимаешь, сколько людей тебя знает, любит, уважает, ценит, ты многое для себя открываешь, это же радостно, знаете, как юбилей, он очень нужен. В праздничный день театр порадовал зрителей шедевром русской классики. На сцене вновь «Банкрот» Островского. С этой постановкой труппа побывала в Малом театре в Москве на одном из самых престижных фестивалей и заслужила высокую оценку критиков. Сейчас домой побегу. Делишки есть кое-какие. Да ты посидел бы немножечко. Нет. Время. Я к вам завтра пораньше зайду. В зале царила теплая дружеская обстановка. Поздравить театралов пришли друзья и поклонники. Среди почетных гостей два талантливых молодых режиссера Павел Зобнин из Москвы и Митя Егоров из Санкт-Петербурга. Первый поставил в Северной Осетии метод Грёнхольма, второй готовит на конец апреля премьеру под названием «Прекрасное далеко». Это будет последняя постановка нынешнего сезона, после чего Русский театр закроется на долгожданный ремонт. Залина Губурова, Тинатин Музашвили, Евгений Маркин, Осетия ТВ.